Анатолий Семенович Коршиков, 1946-2020, окончил Ивановский энергетический институт и Ленинградскую высшую партийную школу. Более 30 лет жил и работал в Республике Коми. В начале 90-х годов возглавил филиал музея усадьбы Астафьева «Русский Парнас». За многолетний труд Анатолий Семенович награжден многими наградами, грамотами и званиями. Морозы, солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, а мы уже идем в гости к нашему другу, коллекционеру, пушкинисту, библиофилу Ивану Ивановичу Свистельнику. Иван Иванович Свистельник, 1943 года рождения, коллекционер, пушкинист, заслуженный работник Республики Коми, заместитель председателя землячества Коми в Москве. Я знал, что надвигается дата Анатолия Семеновича, предстоящая дата 75 лет со дня рождения. Мы с ним обговаривали, что в себя в республике при помощи Национальной библиотеки сделаем какую-то выставку, потому что такую личность, как Анатолий Семенович, а это наш земляк с Республики Коми, просто молча пройти нельзя. К сожалению, я ожидая наш разговор, у меня немножко настроение ухудшается, потому что мы вживую с ним беседовали. Я даже намечал, что он приедет к той выставке, которую мы с вами планировали сделать. Но, к сожалению, 3 месяца назад Анатолия Семеновича не стало. Конечно, очень большой удар для меня. Я думаю, и для работников Национальной библиотеки, потому что он дружил конкретно с библиотекой и с республикой. Но думаю, что надо составить разговор, вспомнить, отдать должное этому человеку. Конечно, с Анатолием Семеновичем мы знакомы, не поверите, 65-го года. Целая жизнь. 65-го года. Это произошло в Воркуте. И он и я начинали трудовую деятельность с этого города, с Заполярья. Это первые наши встречи, это комсомольские наши встречи еще на уровне, так сказать, нашего молодого возраста. А дальше уже появился Сыктывкар. И он, и я были приглашены на работу в обком партии. И при приезде в республику Сыктывкар он уже был очень подкованный идеологически. У меня была прекрасная тема, это декабризм. Он был книжник, увлеченный книжник, понимаете? И для меня он был, конечно, открытие, потому что своими делами, вот этими всеми, которые как-то потом ко мне пришли, я только начал в Сыктывкаре, и, может быть, с помощью Анатолия Семеновича, понимаете? А он был готов, заряжен на все вот эти дела. То есть, получается, Анатолий Семенович был еще и вашим наставником? Он не просто наставником моим был. Я, когда делаю какие-то свои выставки, всегда говорю людям и ложу портреты 3 своих учителей. Я уже упомянул Ивана Павловича Морозова, он и руководитель. И во всех я могу десятки примеров рассказывать, как его отношение к нам, молодым, и ко всем вот этим интересам человеческим. Второй, конечно, это Гейченко Семен Степанович. Кстати, меня познакомил с ним Анатолий Семенович. Мы несколько раз были, и я влюбился в этого человека. И после встречи сказал, что я буду по возможности показывать Пушкина ежегодно. И мы, по-моему, так сказать, выполняем эту задачу, показываем. Ну и третий, Анатолий Семенович, он, хотя даже моложе меня, но я считаю его учителем. Пушкиниане. Он открыл мне и медальерное искусство, и вообще более глубоко себя смотреть стал на элементы культуры, музейной деятельности, библиотечной деятельности и так далее. То есть он не просто был какой-то бюрократ цыковский, а интереснейшая личность
И потихоньку, не зная будущего, он уже готовил себя к неожиданным вот этим переменам в жизни. Но, вы знаете, произошло что? Конечно, 90-е годы партийные органы практически были ликвидированы. И он обратно возвратился в Москву. Работать надо. У него было много, так сказать, шараханий, поисков и все прочее. Ему можно было пойти в нефтяную отрасль, потому что Ухта, Усинск, который был у него в активе, это же нефтяники, понимаете. Но он был уже наполовину завербован культурой, понимаете, и пошел в нищую культуру. Но чтобы воплотить себя в том потенциале, который он уже наработал к этому времени. И надо сказать, что только после 18 согласований ему дали возможность принять директорство Астафьевского музея, про который нужно отдельно вспомнить, что это такое Астафьевский музей. Ведь Карамзин там жил и написал 8 томов истории государства российского, понимаете. Пушкин как минимум 3 был, понимаете. Это такой кладезь, понимаете, который каждый русский человек должен знать, почувствовать. А Пушкин, проходя по липовым прекрасным аллеям, назвал ее русский Парнас. Оттуда пошло. И потом оно уже к названию Астафьева-русский Парнас. Астафьево – это обращенный в музей подмосковная усадьба князя Петра Андреевича Вяземского и его потомков. В свое время здесь часто гостили Василий Жуковский, Иван Тургенев, Константин Батюшков, Александр Грибоедов, Николай Гоголь. Именно здесь Пушкин впервые читал заключительные главы поэмы Евгений Онегин. Именно здесь виднейшие писатели и поэты первой половины XIX века встречались и обсуждали новые идеи. Драматические события октября 1917 года поначалу обошли стороной Астафьева, но в 1930 году его стремительно закрыли, чтобы разместить около 3000 пионеров, приезжавших на слет. Экспонаты распорядились вывести в течение 10 дней, спешно укладывались в ящики мелкие предметы, сдирали со стен канделябры, зеркала, картины, гобелены и другие украшения. Во время этой ликвидации музея из Астафьева вывезли практически все. После того, как следов музея в Астафьево не осталось и съехали пионеры, бывшую усадьбу заняли различные госучреждения. В 1947 году ее передали под Дом отдыха Совета министров СССР. Лишь спустя более чем полвека после драматических событий 1930 года, 5 декабря 1988 года, Астафьеву вернули статус музея. А Анатолий Семенович стал директором в 1991 году. Вот так он попал в музей. Конечно, он мог пойти, и его приглашали в Пушкинский музей в Михайловском, но это расстояние другое, понимаете, и он пошел в этот музей директора. Я, конечно, был поражен принятым его решением, понимаете, потому что это было разрушено, бездорожье там от Щербинки, где-то, хотя и небольшой километраж, но не дойти по грязи, не пролазным и прочее, прочее. Все, что можно было разрушить, там было, понимаете. И ему пришлось это восстанавливать. Притом в самые трудные 90-е годы, когда не было ни платежей, не было ни тепла, не было ни денег. Конечно, там встретили его совсем не так, как он этого заслуживал, который был потенциал у него. Ну, кто о нем знал? И ему пришлось каждый день доказывать, делом доказывать, что это не случайность, понимаете. Было там много всего того, что нужно вспомнить бы, но есть для этого, подробно здесь не сказать, есть для этого у него чудная книга написанная, которую очень бы хотелось бы, чтобы люди ее увидели. Замечательное издание «Заметки на полях моей памяти», которое тоже хранится в Национальной библиотеке, очень хорошо и доступно написанное о таком человеке им самим и его жизненном пути. Все мы прекрасно знаем, что Астафьева досталось Анатолию Семеновичу как руководителю в ужасном состоянии. Оно было фактически разрушенное, и вот
у вас на столе есть изображение Астафьева, уже частично отреставрированное. Практически, да. Но С еще не до трудами конца. Анатолия Да. Семеновича. Да. Новая жизнь. Просто- Еще в 2006 году он сделал огромнейшее, очень важное для музейного сообщества дело, и для Астафьева в частности, был открыт кабинет медали, и при нем еще и библиотека этого кабинета медали. Вы уже сказали, что Анатолий Семенович увлекался медальерным искусством, но получается, что увлекался он не просто им посредственно, а очень и очень серьезно, наравне с декабристикой и с книгами, коллекционированием, Пушкинианой. Расскажите, как вообще пришла ему такая идея? Может, он откуда-то ее почерпнул? Или вот у него эта идея музея именно медали была уже давно? Или она пришла к нему, когда он стал заниматься и работать в Астафьево? Конечно, медальерное искусство – это особый вариант коллекционирования и так далее, и так далее. Он не распространен. Его называют элитарное направление. И он, и я, когда мы жили в Сыктывкаре, конечно, практически не были мы знакомы. Да я не думаю, что на сегодняшний день, допустим, есть в республике какие-то увлеченные этим делом. Почему? Потому что сложное. Интересное, но сложное. Оно, конечно, в России появилось, вы знаете, это еще со времен Петра I. Да. Даже первая медальерная подборка медалей – это по Северной войне. А Петр смотрел в корень, понимаете? Он знал, что нужно и для России, и для увлеченных, так сказать, людей, потому что в медалях зафиксируются все те события исторические, которые проходили. Притом сохранность их – это совершенно по другим срокам, чем, допустим, бумажные какие-то источники зафиксированы и так далее, и так далее. А еще особенность то, что они редко, тиражи маленькие, понимаете. И еще надо помнить, что считается, всяких цацок можно наштамповать много, но медалями признаются качественно те, которые отчеканены на государственных монетных дворах. За границей, и тогда это все было впереди. И на сегодняшний день это так развито, понимаете, что нам завидовать и завидовать. И вот я не знаю, я уже говорил, что Анатолий Семенович всегда смотрел в корень и всегда делал качественно, и изучал, и сделал, и прочее, прочее. И он усек, что медали – это совсем особое направление в искусстве, понимаете, в коллекционировании, подборе и так далее, и так далее. Конечно, он много проутюжил в Москве. Я уже говорил, и антикварные магазины, и барахолки, куда может быть попасть и прочее. Он, конечно, знал всех серьезных коллекционеров по медальерному искусству, понимаете. Он сам ездил за границу, допустим, во Францию ездил, он привез очень много медалей французских. А только по России, по-моему, Франция выпустила около 600 медалей. По России, понимаете. Ясно, что это дорогое удовольствие. И вечно Анатолий Семенович был в долгах с женой, но он посвящал, покупал, отдавал, приобретал и привозил в свой музей в Астафьевский. На сегодняшний день действительно это единственный кабинет медалей в России. Конечно, отделения есть других медалей, но так, чтобы самостоятельно кабинет медалей, я не знаю. На сегодняшний день точно у него медалей более 2000, и они представляют больше 80 стран мира. Это уникальная, конечно, подборка. Она, когда, так сказать, показывает посетителям, конечно, в осадок выпадает. И есть на что посмотреть. Вот даже вот тут у нас две медальки. Да, я вижу на столе, это ведь уже современные медали. Да, конечно. Скажите о них, что на них представлено, и я так понимаю, что Анатолий Семенович был инициатором создания этих медалей. Дело в том, что у нас поставлены только две медальки здесь. Значит, кроме того, что он собирал и собрал вот то количество, которое я, допустим, озвучил, более 2000, он еще приложил максимум усилий, чтобы отчеканить от имени Астафьевского музея по истории Астафьева, по лицам, которые, так сказать, его представляли, да, бывали. чье это было. Да. А это и Вяземский,
и Карамзин, и Пушкин, и Гоголь, и все на свете. Вот он всех увековечил медалями. Только он сделал заказ, а это дело, так сказать, непростое, понимаете. И действительно на монетных дворах, это Ленинградского монетного двора, понимаете. Вот. Ну, у него в целом больше, вот по Астафьеву, больше 30 медалей отчеканено. 30. Кстати, я могу сказать, ну, не для критики, что вот у нас, допустим, по нашим личностям в республике, я таких официальных медалей не встречал, понимаете? А они заслуживают, чтобы увековечить, потому что они не просто отчеканены и в Астафье там или где-то лежат, они имеют географию мировую распространения, признаны, понимаете? И это лучший, так сказать, образец, как увековечить то или другое личность или то или другое событие, понимаете? Определенное количество медалей переданы Анатолию Семеновичу в Национальный музей. У нас есть там экспонат, понимаете? Да. Но, конечно, не все, вот. Но они молодцы. То есть мы можем пойти в Национальный музей и увидеть, в принципе, ну, на экспозициях, кое-что, когда они выставляют. но мы помогаем. Дело в том, что Анатолий Семенович меня заразил этим делом. Я, конечно, слабак по сравнению со его деятельностью вот этих всех направлениях. Но он меня тоже сориентировал на Пушкину медальерную, так сказать, направленность. А вот помимо непосредственно самих медалей, в кабинете медали, очень еще и есть популярная, известная и богатая в культурной среде библиотека кабинета медалей. Ну, вы знаете, я всегда начинаю, что Коршиков всегда делал, любой вопрос решал глубоко и качественно. Он смотрел, как действуют в кабинеты медалей за границей. И везде увидел, что при кабинетах медалей обязательно специализирована, в основном, так сказать, библиотека. И он приложил снова такие же титанические усилия, как по медальерному искусству, как по реставрации музея, формировать библиотеку именно при кабинете медали. И там такой перечень литературы на эту тему, знаете, что позавидовать можно. Притом он снова делает в идеальном варианте, понимаете. Если это библиотека, то это не просто, так сказать, какие там стеллажи и все прочее, а это все лучшее, что можно туда. Это лучшие шкафы, лучшие полки, лучшие витрины. Поэтому библиотека в него образцовая. Это помимо того, что есть в музее, там своя библиотека. И она называется специализированно. Там, конечно, она расширилась и другими вещами. Туда уже легли и гравюры тысячами штук, понимаете, и другие направления. Ну, во-первых, землячество Комы в Москве практически постоянно проводило свои заседания, встречи на базе этого музея. Это важное звено, притом на самом высоком уровне. Потом, естественно, с благословения Анатолия Семеновича было организовано постоянно посещение музея делегациями с республики, с районов. В основном это школьники, понимаете, организовали здесь, переезжали в Москву при помощи землячества Комы к нему. И Анатолий Семенович днями с этой делегацией работал, показывал, агитировал, смотрел, чтобы эти ребятки с глубинки видели культуру московскую, и особенно на базе этого музея. Ну и последнее, я должен вам, ну не последнее, а в целом еще такое, что у Анатолия Семеновича есть все награды республики. Он заслуженный работник республики Коми. Он еще имеет награду за дела в республике, вторая у нас награда. Он очень много контактировал, ну, в первую очередь землячеством, с представителями нашей республики, которые живут в Москве. Эта связь была у него железная, и он всячески помогал, чтобы это осуществлялось в реальной жизни. Что я бы очень просил бы жителей республики, всех, и не только библиотечных или музейных, а вообще, полюбить Астафьевский музей. Ездить туда, понимаете? Обязательно надо посмотреть, потому что это труды нашего земляка.
Понимаете, я знаю, там новый директор уже, Евтюхин Юрий Алексеевич. Он понимал Анатолия Васильевича. Я убежден, что он будет относиться к представителям Республики Коми с уважением и покажет все, что имеет в своих экспозициях музея. Да и последний момент. Там первым замом директора музея работает сын Анатолия Васильевича, Юрий Анатольевич, который тоже родился в республике и предан. Делу своего отца. Да. Слова. Каким вы его запомнили? Какой он для вас остался? Если кратко, Ленечка, я могу так сказать, что Анатолий Васильевич это пример, как нужно прожить и для чего прожить жизнь. Чтобы так оглянуться потом и сказал, я сделал максимум, что отведено мне за эти годы. Во всех делах он делал исключительно на максимум. И для дела, для людей, для культуры. Вот это Анатолий Васильевич.